Друзья, приветствуем вас на канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники». Здесь мы ведем дискуссии по разным вопросам, чтобы лучше понять, что происходит в обществе, почему и как к этому относиться. Через дискуссию постараемся и сегодня больше узнать о том, как стала возможной полномасштабная война в 21 веке, как Украина защищает свои земли уже 3,5 года. Что думают гагаузы соседней страны о нас, гагаузах здесь проживающих, о нашей Молдове. И попробуем провести параллели от белого к черному. Да, от мира к войне. Мы с Еленой Карамид хотим поговорить сегодня и о главном вопросе в повестке дня нашей страны – судьбоносных выборах 28 сентября. В общем, друзья, подписывайтесь на наш канал Гагауз Медиа, на страже принципов честной журналистики и полезных дискуссий. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и знайте, вы помогаете нам продвигать наш канал, и мы вам за это очень признательны. Через несколько секунд здесь, в студии, начнем дискуссию. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» журналист из Украины Иван Капсамон. Иван Капсамон, журналист, Украина. Родился в селе Виноградовка, Курчу, Болградского района Одесской области, Украина. 2008-2009 годы политический обозреватель во всеукраинской ежедневной газете «День», Киев. 2009-2022 годы. Редактор отдела политики газеты «День». 2015 год. Составитель книги «Котел» или «Дело без срока давности», посвященной новейшей истории Украины сквозь призму резонансного дела Гангадзе-Подольского. 2018 год. Сотрудничал с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком в написании его авторской книги «Первый о власти». 2022-2023 годы. Автор аналитических материалов для интернет-издания «Нокта. Гагаузия, Молдова». 2023 год. Добровольно мобилизовался в ряды вооруженных сил Украины, служил офицером службы по связям с общественностью в 35-й отдельной бригаде морской пехоты. Получил ранение, демобилизовался. 2024-2025 годы. Лечение, реабилитация. Образование. В 2008 году окончил Одесский национальный университет имени Мечникова по специальности политология. Иван, здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Приятно вас видеть в цветах украинского флага. Да, не договорившись, получилось так, и красиво. Нас очень, да, пусть так и будет, потому что мы единомышленники в числе тех людей, которые поддерживают Украину и которые ждут, не дождутся, и продолжаем ждать мира над Украиной. Для нас, для украинских гагаузов, тоже очень важно знать, что здесь в Гагаузии тоже есть люди, которые с пониманием к анализу тех событий в Украине, которые происходят, относятся. Возможно, их немного, но я думаю, что вы среди них. Спасибо вам за понимание и поддержку. Иван, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях войны. Сражается, защищает свою землю. Более 14 тысяч мирных жителей убито. Среди них 650 детей, более 650 детей. Это цифры, которые можно увидеть в интернет. И, к сожалению, с каждым днем эти цифры становятся все больше и больше. И от этого страшно. Страшно от того, что вот такое происходит. Страшно от того, что конца не видно. Может быть, конца нам не видно со стороны. Что вы видите изнутри? К сожалению, даже те цифры, которые вы озвучили, это огромные потери и трагические цифры. Посчитать всех людей, начиная даже там с 2014 года, особенно с 2022 года, как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения, конечно, ведется официальная статистика, но посчитать сложно, потому что даже возьмем печальную историю с Мариуполем, который захватывали определенное время, и когда туда вошли российские войска, то там было очень много погибших гражданских, и этих людей очень сложно посчитать, сколько их там было. Называют там разные цифры, до 20 тысяч, опять-таки, с открытых источников.
Поэтому это масштабная война, это трагическая война. И все мы сегодня пытаемся найти ответ, когда это может закончиться. К сожалению, это от Украины, только от Украины не зависит. На сегодняшний день, я думаю, вы следите за тем переговорным, если так можно назвать, процессом и тех усилиях со стороны Соединенных Штатов, стран Европы и так далее, то увидите, что насколько сложно идет этот процесс. Украина на сегодня готова остановить эту войну на той линии фронта, которая существует на сегодняшний день. А захваченные территории, это почти 20% территории Украины, это огромные территории. То есть Украина сегодня готова не признать юридически захват этих территорий за Российской Федерацией, а признать, что эти территории являются временно оккупированными. Но российская сторона даже на это не согласна. Они предъявляют все больше и больше условия в виде передачи им всей Донецкой области, Луганской, Крыма, Херсонской, Запорожской. Это еще очень большие территории. И если вы обратите внимание, то за последние годы, да, российские войска двигаются вперед, они выгрызают землю, захватывают территории, разрушают и убивают, но это происходит достаточно медленно. То есть то, что они требуют передать им еще огромные территории, даже представители там нашей власти говорили о том, чтобы захватить военным путем эти территории, понадобится еще многие годы. Поэтому возникает вопрос, почему сегодня Украина должна отдавать эти территории. Следующий вопрос говорится о том, что Украина не должна вступать в НАТО. А еще очень важный вопрос, хотят ограничить наши вооруженные силы. Это на самом деле первый вопрос, потому что единственные гарантии, сколько бы о них ни говорили Украине, это наши силы обороны, это наши вооруженные силы и другие структуры, которые являются гарантией того, что наша страна выстоит. Ждать каких-то гарантий со стороны, мы их вроде бы как имели в рамках Будапештского меморандума 1994 года, но как он сработал, он никак не сработал. Поэтому сегодня в этом вопросе Украине достаточно тяжело. Украина несет огромные потери, наносится колоссальный ущерб демографический, колоссальный. Я имею в виду и жертвы, и тех, кто выезжают из страны. Экономике наносится ущерб. Естественно, сокращается территория и так далее. То есть это достаточно такая большая и сложная война, которую остановить сложно. Украина готова это сделать, на определенных таких условиях, но от нас требует большего, большего и большего. Это и есть тактика агрессора предъявлять завышенные требования для того, чтобы добиться максимальной уступки. Как Украина может на это пойти? Вот возникает вопрос. Может Украина уступить территории? Вот вы говорите, Украина готова считать эти территории оккупированными. Те, которые сегодня оккупированы. Да, но не готова уступить. Вот когда вы об этом говорите, это поддержанное обществом или такая мысль? Или это то, что предлагает руководство страны? Это то, что предлагает руководство страны, и я думаю, что и общество в некотором плане, даже если и большинство не соглашаются, но они понимают, что военным путем мы не освободим эти территории. Поэтому важно сегодня остановить это кровопролитие. В дальнейшем, возможно, мир все-таки меняется, возможно, какие-то геополитические измены. Плюс нам необходима определенная передышка. Но знаете, что самое важное? То, что если мы даже теоретически представим, что мы сегодня согласимся, Украина, на все те условия, которые Россия выдвигает, я уверен просто не на 100, а на 200%, что на этом не остановится. Почему? Это тоже им... потому что у них задача какая? У них даже задача не максимальный захват территорий. Не в этом задача. Задача в том, чтобы ликвидировать идентичность украинцев как таковых. Потому что украинская идентичность предполагает существование украинского государства. Да. Как только будет ликвидирована украинская идентичность, соответственно, и государства не будут. Тогда будет захвачены намного больше территорий. Поэтому у них план — это дальнейший захват территории, ликвидация украинской государственности как таковой. Вот это и есть их задача. И мы в Украине это понимаем. Поэтому сложно сегодня
идти на те уступки, которые они предлагают, Россия. потому что если сегодня уступить, через год, 2, может 3, может 5, нас опять будет ожидать война. Если не уступить, мы слышим в нашем обществе как минимум часто такие размышления, а если не уступить, то насколько хватит Украины, чтобы отстаивать свои земли? Сколько еще лет это может продолжаться, сколько еще людей может погибнуть, сколько еще может уехать из страны? Здесь, конечно, я думаю, вряд ли кто ответит на этот вопрос, но мы прекрасно понимаем, что будут еще много жертв в таком случае. Но самая большая проблема на сегодняшний день — это человеческий ресурс для Украины, даже не вооружение. Вооружений, в принципе, достаточно на сегодняшний день, что очень важно. Украина уже на более 40% сама обеспечивает себя вооружениями. Финансы, естественно, Украине тоже не хватает, идут западные поступления, да, партнеры финансируют, но опять-таки финансируют, потому что они понимают, что это их безопасность. Они же не дают эти деньги просто Украине, там, с барского плеча и так далее. А человеческий ресурс, вы говорите, главная проблема? Человеческий ресурс, я лично вижу выход в одном. Это вложение в производство наших вооружений, в частности, в робототехнику, в беспилотники. То есть там, где человек будет минимально задействован даже на поле боя. Можно ли это делать быстро вот в этих условиях? Ну, сегодня это происходит настолько, насколько это возможно, потому что Украина находится под постоянными ракетными обстрелами, дроновыми обстрелами. Соответственно, нужно находить места, где производить это вооружение. Но я вам скажу, что вот если брать беспилотники, беспилотные летальные аппараты, маленькие, средние, большие, в Украине достаточно большой прогресс. Как пример, обратите внимание, что на море фактически агрессор был отодвинут на их новороссийскую базу, то есть их корабли и подводные лодки сейчас так свободно не плавают в Черном море, а это сделали украинские беспилотники, как надводные, так и подводные. То есть человеческие ресурсы, да, это очень большой удар, но нужно искать какой-то выход. Вы знаете, начало войны, вот такое, какое оно случилось, когда, понятное дело, никто не ждал, и утром проснулись, и слово «война» стало страшным словом на все вот эти 3,5 года не только для граждан Украины, но и для всех тех людей, ну, кого не может оставлять равнодушным это слово, потому что вслед за войной это тысячи, миллионы уже смертей. Но тогда казалось, что украинский дух, вот этот вот, он прям, ну, для нас, для граждан Молдовы, это было очевидно, равно как и для всех других людей, кто наблюдал за первыми днями военных действий, вот первыми месяцами, даже первым, может быть, годом, когда вот этот дух, вот эта несломленность, кажется, передавалась через, я не знаю, там репортажи, которые делались об этой войне, и даже через какие-то там блогерские видео, которые делали люди сами с улиц Киева там, или других городов, Мариуполя и прочее. А что сейчас с вот этим самым духом человеческим? Вот вы оттуда, вы из Киева, и что ощущается сейчас? Ну, я вам скажу, что вот духа, я на тот момент, когда в 22 году это все началось, я был в Киеве, и ну, за 2-3 недели очень многие посольства западных стран особенно вывели свои посольства. То есть они знали, что возможно будет война, скорее всего, возможно там на 90%, и скорее всего они верили в то, что Украина выстоит. И то, что Украина выстояла, это действительно этот украинский такой казацкий драйв, дух, который присутствует, он исторически присутствовал. Он действительно позволил украинцам выстоять. И хорошо, что на тот момент мы еще имели в том числе достаточно советских запасов, определенной техники, боеприпасов, которые нам позволили первые месяцы выстоять, потом уже пошли поддержка, поддержка партнеров. А что происходит на тот момент, вот даже на личном опыте, я даже тогда еще тоже думал о том, чтобы записаться в ряды армии, но ТЦК были переполнены, и туда шли профессиональные военные, которые имели опыт с 2014 года. И мне тогда подсказали знакомые военные, что этого сейчас не стоит делать. И вот я подхожу к вашему вопросу. То есть это центры, которые набирали? Да, военкоматы бывшие. Военкоматы, сегодня они у нас называются центрами, территориальный центр комплектования.
Ну, буквально, конечно, прошло, может быть, там около года, собственно, когда и после этого я уже пришел в ТЦК, и особенно до сегодняшнего дня. Да, очень многое в этом плане изменилось. Я не скажу, что сломлен украинский дух. Если вы даже посмотрите сегодня соцопросы, то многие достаточно еще радикально относятся к тому и не готовы поступаться вот всем тем предложениям или то, что предлагает Россия. Но в то же время огромное разочарование. Вот что произошло. И усталость, наверное, Усталость, определенная. конечно. Даже бы, если в какой бы стране это ни было, это очень Абсолютно длительная верно. война. И любое общество от этой войны устало. Украинское общество тоже устало. Но, к сожалению, есть определенные внутренние у нас проблемы. Это не секрет, это Какие тоже все назовите? видят. В том числе, что вот когда людей, опять-таки, сегодня набирать очень сложно в вооруженные силы. Конечно же, присутствует коррупционная составляющая. Это опять-таки не секрет. Ряд скандалов были связаны с Министерством обороны, с Да, в СМИ читали различными об этом. другими правоохранительными органами. То есть, та беда, которая, собственно, присутствует в всех постсоветских странах, к сожалению, она не была уничтожена в Украине даже при помощи войны. Ну, просто как получилось, что война, наоборот, дала больше жизни таким Да. порокам, Как скажем, понятно, да? когда нет порядка, когда не работает Коррупционная. закон, все то, что казалось где-то бы, там Казалось бы, что тлело. с введением военного положения это намного больше власть получает инструментов Больше для того, чтобы свободы наладить, для этого, наладить порядок в стране. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Но опять-таки украинцы, вот даже опять-таки на своем примере, даже уже после ранения, когда я там бывало у меня общение с знакомыми и так далее, мне говорят, что ты не жалеешь, что ты туда пошел. Ну, ты же посмотри, что происходит. Как бы вот где-то что-то покупается, где-то что-то продается. Да я бы вот тоже пошел, ты знаешь. Но я же понимаю, что за кого я буду воевать? За тех, кто берут деньги, например. Я говорю, смотрите, вы думаете, что я или такие, как я, не понимают эту систему? Тем более, как журналист, политический журналист и аналитик, который многие годы работал уже при различных президентах. Я прекрасно знаю, что происходило в этой системе. Но это же не означает, что мы должны предавать или уступать собственное государство. Да, это наши проблемы, но у нас сегодня внешний враг. И если мы сегодня пустим врага в дом, тех проблем, о которых вы говорите, их не будет. Но у вас будет абсолютно другая страна, и вы будете Или совсем не жить будет в других. государства. не будет страны, может быть, вообще. Будет другое государство просто, другое. Будет Россия и все. И пусть, кстати, посмотрят, что происходит на оккупированных территориях. Пусть поедут в Донецк, посмотрят, А что вы расскажите происходит. нам, что происходит на оккупированных территориях? Ну, я думаю, что вы и сами видите, там элементарно у людей сегодня нет воды. Они стоят в очередях. Ну, я вам сразу за скажу водой. по этому поводу. Вот когда я беседовала с своими знакомыми, я говорю, ну вот видите, там, что сейчас в Донецкой области. Да нет, это все фейковые новости. И нельзя говорят, в ну, это закончится верить. война, они там выправят ситуацию. Все нормально там и с водой, и не только. То есть, вот Ну, пусть... как воспринимается Я со понимаю, стороны, я да. встречаюсь с такими людьми, они в Украине, их достаточно, это не секрет. То есть в и Украине там, достаточно тех, которые не верят, что в Донецке элементарно вот... определенная часть, скажем так, общества, естественно, не такой большой процент, как здесь, но имеется, несложно сказать сколько, но определенный там процент людей наверняка, кто не верит в это или кто, возможно, ждет еще русский мир. Такие люди, к сожалению, тоже есть. Это настолько глубокая болезнь была нанесена в предыдущий период, имперский, советский, когда люди просто не готовы до сих пор от этого отказаться. Очень интересен, простите, Елена Федоровна, очень интересен такой момент. Вот вы говорите, уже говорите и о ранении, да, мы знаем, что вы добровольно ушли на фронт и получили ранение. Это долгая реабилитация. Не потому, что вернуть вас снова к этой боли, но очень важно в этой студии для нас, как минимум, человек, который много лет описывает политическую ситуацию, говорит о том, что происходит и как происходит в стране. И вот эти кадры, которые мы увидели тогда, когда вы уже были в госпитале. Это я только, да, это я только приехал в госпиталь буквально на следующий день, скорее всего. Это в Одессе? Это в Одессе, да. Это в Одесском госпитале. Знаете, вот просто
Момент, когда человек принимает решение, что я иду на эту войну. Ведь вы, описывая военные действия, вы понимали и знали, что делается на фронте. Вот это принятие решения «я пойду на войну», как оно принималось и как семья, почему мне хочется чуть посмотреть на это вот с человеческой точки зрения, не только как патриот этой страны, да, но есть семья, есть дети. И не было ли никаких сдерживающих факторов, и почему, как это решение вам вообще далось? Ну, как я сказал, вот даже когда началось в 22 году, у меня уже были эти мысли. Потом я себя приостановил по рекомендации и занимался продолжением написания, да, журналистика, информационный фронт там, и так далее. Но в течение вот следующего периода меня, знаете, вот, ну, не покидала все-таки вот эта мысль, и было определенное угрызение совести. Я понимал все риски, тем более, наверное, даже не столько за себя, сколько за свою семью. Вот я вам скажу, я пережил, мне было намного сложнее вот эту первую неделю находиться в Киеве вместе с семьей и понимая, что западная... Первую неделю войны имеете? Да, в 22 году в феврале. Когда с западной стороны к столице Украины уже подходили российские войска, и я прекрасно знал, что они будут творить, если они зайдут там в Киев, то, что они, собственно, творили там в Буче, в других населенных пунктах. И мне было тогда, вот, наверное, никогда мне в жизни не было так сложно, как тогда, потому что я переживал за свою семью и за своих детей. Когда мне удалось тогда их вывести за границу в безопасное место, я сам остался в Киеве. Дальше уже я работал журналистом. Потом, когда российские войска были изгнаны из Киевской области, тогда семья вернулась в Киев. Ну, опять-таки, вот эта мысль о том, что есть определенная ответственность, и есть мое собственное видение, отношение к украинскому государству, к его истории. И я понимал, что я очень рискую. Ну, я понимал, даже семья была в Киеве и так далее. Ну, тогда несколько раз для проверки моих данных выходили на меня, вот, скажем, с ТЦК, который я называл, спрашивали просто, где ты, что ты, как ты. Никакой повестки мне ничего не присылали. Я тогда решил, буквально там на второй раз, я сказал, что больше не звоните, я сам приеду. Ну и у меня на тот момент было офицерское звание, младший лейтенант запаса, в Одессе я учился. Ну и вот так потом я прошел учебку, и я пошел туда. Вот. Я понимал, естественно, я переживал за свою семью, которая осталась в Киеве, но по-прежнему находилась под ракетными ударами, собственно, как и сегодня. Украинская столица находится, как и другие города. Но это риск, в то же время и ответственность, и риск, и переживание. Вот вы меня видели на фото, я там достаточно худой. Это понятно, после ранения все. Но это было и до этого. Вот это переживание, все остальное. Скажите, пожалуйста, Иван, а вот вы попадаете на фронт, вы получаете ранение. Насколько отличалось? Вы представляли, что такое война? А насколько отличалось то, что вы представляли, и то, что было на самом деле? Вот эта окопная правда, она в чем? Ну, для внесения ясности тоже, чтобы зрители понимали, я работал там пресс-офицером бригады. То есть не человек, который там сидит вот прям в окопах ежедневно, а тот, кто работает с украинскими иностранными журналистами и не только, кто освещает работу бригады. Но на тот момент, это был момент контрнаступления, очень активные боевые действия, когда украинские войска шли вперед. И я могу сказать, что я фактически в ежедневном режиме я выезжал на самый фронт, на самые горячие точки, где находились наша пехота, где находилась наша артиллерия. Я общался с этими людьми. Я находился под обстрелами в тот момент, когда туда прилетало. Несколько раз проносило, хотя могло не пронести. Естественно, мы в том числе выезжали туда с оружием, потому что мы заходили в те населенные пункты, откуда буквально вчера еще отходил противник, и уже находясь в соседнем населенном пункте, он обстреливал этот населенный пункт. То есть, как бы Бог берег. Что я там почувствовал? Ты там чувствуешь, как нигде, насколько рядом ходят жизнь и смерть. Вот просто рядом, потому что там ты видишь и смерть, ты видишь и погибших, ну, многие вещи там. Ты видишь, как люди просто ничего не успели забрать своего дома,
И как висели вещи, вот они так там и висят. Наверняка взяли самое необходимое и ушли. И эти дома себя. уже разрушены, там нету жизни. Ну, ты видишь пустоту, ты видишь смерть. Это что касается вот ужасной стороны войны. Что это делает с человеком? И та реабилитация, которая у вас была довольно долгой, длинной, эти страдания на весь этот период реабилитации. И слава Богу, да, спасибо вам большое, что вы сегодня в нашей студии. Слава Богу, что, как вы однажды сами о себе сказали, я на ногах, я хожу, и вы продолжаете свое дело, вы продолжаете жить в Киеве, заниматься своей профессией и продолжаете, да, воевать, только уже информационный фронт, который тоже очень важен, как мы понимаем. Но что делало вот страдания, боль, которые вы получили в результате этого ранения и долгая реабилитация, повторюсь, они поменяли ваши отношения к тому, что происходило, и выработалась ли какая-то другая позиция у вас, как у гражданина, к тому, что происходит? Уточню, я пока сегодня не вернулся в Киев, я проживаю в Одесской области. Я думала, вы в Киеве. Нет, я собственно, лечился в Одессе, и реабилитация и так далее. Мне тут просто ближе, я же родом с Одесской области, соответственно, мне здесь ближе к дому, и пока я нахожусь именно в Одесской области. Вопрос о том, как я возвращался, что я прочувствовал, насколько это было сложно. Изменило ли это ваше отношение, вот это долгие страдания после того самого ранения? Ну, знаете, я вот до этого говорил, какие там страшные вещи происходят, но в то же время там есть и жизнь, там ты живешь среди побратимів, як у нас кажуть. И это настолько тоже сплачивает. Там есть и шутки, там есть все. Там срез общества мужского и женского в том числе, просто в меньшее количество. Да, на войне, но там тоже жизнь, и ты втягиваешься, ты туда втягиваешься. А страх, какое место занимает страх тогда, когда конечно, втягиваешься в военную жизнь? Имеется страх, ты понимаешь, что ты идешь на определенное задание, и эти риски усиливаются. Может быть, юмор это как раз, чтобы перебороть тот страх? Ты живешь с этим страхом, ты с ним как-то договариваешься, ты стараешься его перебороть, но ты это делаешь, ты же изначально, ну у меня так, возможно у других людей, да, у всяких по-разному, то есть ты с ним борешься, как-то все это проходишь. Когда я уже получил ранение, буквально вот сразу, у меня был первый вопрос, сколько займет мое лечение, я хочу назад. И это не только я один такой. Вот это что означает, насколько ты привыкаешь к этому всему. Возможно, это не у всех. Возможно, те, кто очень сильно устал от войны. Слово «привыкаешь», оно прям вот это то слово. Ну, это, которое, да, есть и такое слово. Возможно, оно не у всех, но ты к этой обстановке, к этому побратимству, и ты понимаешь, что... У меня просто и достаточно быстро это произошло. Сколько месяцев Вместе с учебкой, которая длилась месяц, еще на фронте я был около 3 месяцев. Ну, чуть больше. Я планировал больше там быть. Я себе строил какие-то планы там и так далее, и так далее. А тут раз, и это случилось. У меня первый вопрос: а сколько займет мое лечение? Я хочу как бы вернуться назад. Я как раз в некоторой степени там втянулся в ту профессию и так далее. В то же время я хочу сказать, что там иногда говорят герой и так далее. Я не считаю себя героем, потому что я знаю, что есть люди, которые там проходили намного более острые вещи. Но то, что я туда пошел, увидел, соприкоснулся с этим, где-то в некоторой степени пощупал, об этом я могу сказать точно. И там необходимы разные люди. Там не только люди, которые и вы сможете, и пишете об этом, и сможете написать об этом, как историю той войны, которая нежданно-негаданно, а вот так вот обрушилась на Украину и уносит, все еще уносит сотни и сотни жизней. Давайте поговорим о том, что вы из Одесской области, как мы и сказали, вы гагауз по национальности, и мы сейчас говорили о вас и о вашем отношении к войне до ухода на фронт и после возвращения оттуда с ранением. А вот не удается вернуться очень многим, и мы каждый раз с глубокой болью тоже читаем информацию о том, что уходят из жизни гагаузы, и не только гагаузы, любой гражданин, любая смерть страшна на войне, и любая жизнь дорогая и ценна.
Но вот очень много гагаузов, которые защищают Украину. И гагаузы, которые проживают здесь, очень часто в моем кругу в первые дни войны очень часто гагаузы спрашивали, зачем они туда идут? Вот зачем гагаузам идти на защиту Украины? Зачем это надо гагаузам? У вас есть ответ на вопрос не только ваш, мы ваш слышали, а вот тех людей, которые, да, гагаузы уходили, и кто-то воевал с 15-го года, мы читали. Да. Но сейчас Здесь, мы И видим. погибшие были с того Ну периода. вот здесь как раз-таки у нас фотографии погибших в Ребят. войне. Да, это гагаузы из разных гагаузских сел Украины. Этот парень, который с 15-го года, как было написано в СМИ, сражается сейчас в Донецке. Сайтарлы фамилия, да? Сайтарлы, да. Но меня тронуло вот как хоронят. Посмотрите, вся улица, люди с флагами, они провожают в последний путь, Героев своих. да, героев, своих героев. Внутри гагаузов Украины тоже такое разделенное общество? Кто-то еще, как вы чуть выше сказали, кто-то еще по-прежнему в Украине продолжает ждать русский мир у себя в Украине? Ну, я не буду лукавить, и я скажу, что достаточно разное мнение сохраняется и у нас. Конечно же, это не та ситуация, которая в Гагаузии, но в то же время все как бы с пониманием, как относятся к тому, что происходит, и к тому, что там вот люди погибают. Естественно, когда вот вы показали эти картинки, люди выходят, чтобы отдать дань погибшему и так далее. Но в то же время есть определенная часть общества, которые у нас называют, например, ждунами. Те, которые до сих пор ждут русский мир. К сожалению, такие тоже есть. И То есть они есть даже тогда, когда рядом с ними смерть близких и родных? Но, к сожалению, это не меняет людей. К сожалению. Ну, я это тоже вижу. И ну, я не хочу говорить, что это вот сейчас настолько, знаете, ну, какая-то проблема. Мы в некоторой степени как бы хотим, может быть, даже закрыть на это глаза, потому что больно. А может, вот мне так и надо больно, мне сейчас больно в на этом это моменте. смотреть, мне больно слышать определенные вещи, которые говорятся за спинами, в том числе на похоронах. Мне больно это слышать. Но я понимаю, что это есть такие люди, и это часть этого общества. Вот, и даже то, что я, ну, опять-таки, то, что я пережил, или такие люди, как я, переживают, вот как им, вот опять-таки, даже когда я после госпиталя возвращаешься сюда и видишь вот эту жизнь, ну, на это трудно смотреть. Это надо еще перебороть вот это в себе, всю эту психологию, чтобы научиться уже с этим жить, как-то сталкиваться с этими людьми. Ну а какой выход? Ты же не затеешь какую-то новую... Безусловно, внутри страны. Да, внутри страны какое-то противостояние. Приходится как-то находить в себе силы А может и быть, разум. эти люди и не виноваты, что они так думают? Ну, у нас, например, в Гагаузии отношение к войне в Украине основано на чем? На нашем советском прошлом, на любви к русскому языку, потому что государственный язык, к сожалению, среди гагаузов Не культивировался, да, скажем не так. культивировался, и люди не говорят, поэтому русский язык считают как языком, который спасает ситуацию в общении с государственными структурами и так далее. И вот наши отношения здесь, в Гагаузии, в основном на этом базируются. Как вот это преломляется все-таки в отношении... Понятно, вы уже высказали свою позицию, но все-таки каким образом, что может преломить вот эту ситуацию, на ваш взгляд? Ну, работа таких людей, как мы, в том числе определенное время. Тут ведь проблема в чем? В том, что, понимаете, эти люди, наверное, как в Украине, так и в Молдове, наверное, они до сих пор где-то в душе не считают то государство, в котором они живут, своим государством. Вот в С чем этим проблема. сложно не согласиться, кстати, с этой мыслью. Это одна из главных проблем. Мы можем еще копать Она глубже. есть у нас. Я Конечно, перекладываю сразу действительно, на она у нас наши очень я и сказал, как в явно, Украине, очень так и в явно у Молдове. нас она выделяется среди всех остальных. Ну, может быть, там в большей процентности это присуще, скажем,
этническим гагаузам, там, болгарам в Украине, в том числе и в Молдове, я думаю. Да. В некоторой степени меньше там, где более, этнические украинцы. Хотя и там это присутствует, я вам скажу. Среди этнических украинцев. Да, в том числе, смотря в каком регионе. Например, на Одещине, так это точно. Вот на нашей, в Буджаке, так скажем. Конечно, вот эта проблема, она существует. Как это поломать? Это сложный вопрос. На это надо время, на это нужна работа, в том числе общение с этими людьми. Наверное, какие-то... Это эффект пропаганды, как вы думаете, многолетний? Имеется в виду их мнение? Да. Конечно. Или ностальгия? И ностальгия, и пропаганда. Ведь пропаганда базируется в том числе и на их ностальгии, на тех, извините, старых дрожжах, которые у них сохранились еще с советских времен. А различные мифы, которые относятся к гагаузам, они еще глубже там тянутся еще с имперских времен. И на это время от времени накладывали все новая промывка мозгов. То есть имперское время, советский период, а уже в постсоветский период мы же видим тоже, насколько Россия активна на информационном поле. Плюс эти люди, они же считают, что они когда-то жили лучше, вроде бы им сейчас хуже живется. Хотя Смотрите, мы хотели бы проводить вот эту параллель Молдова и Украина. Почему? Потому что это рядом. И я думаю, что нет таких граждан Молдовы, которые не то что не следят, которые не знают о том, как идет эта война и насколько страдальчески она, собственно говоря, для обеих стран, для России и для Украины. Но не Украина начинала эту историю, и то, что случилось 24 февраля, всем понятно, что Россия как агрессор и никак иначе воспринимается, как мне кажется, людьми, которые хотят серьезно анализировать и понимать, что как произошло. Но говоря о параллелях, мы говорим о том, что наши политики, которые в Гагаузии, в Кишиневе, делая какие-то свои политические заявления, все вот эти 3,5 года, практически все пророссийские политики не говорят о войне. Это первая опция их речей. Второе, если они говорят, что это просто братоубийственная война, и что просто не договорились политики двух стран, и поэтому за такую дипломатию надо ставить двойку и отправлять всех куда-то, но не называют вещи своими именами, которые очевидны, как кажется, из происходящего. Как вы думаете, когда вы, как политический аналитик, следите за тем, что происходит сейчас в нашей стране, почему такую риторику занимают политики, почему не договаривают, почему не желают говорить о том, что это война? Вы знаете, что можно провести такие упражнения, по пальцам можно посчитать людей, политиков, которые назвали это войной, а не СВО. Или просто происходящее, или просто конфликт, или просто трагедия, или страшный конфликт, или трагедия, которая уносит жизни. Но это война. Я таких политиков, они в Украине, их достаточно, особенно в довоенный период, таких политиков называю паразитами. Это люди, которые паразитируют на мнениях людей, на их ностальгии, на их каких-то вещах, которые люди не доработали в себе, не сделали какой-то анализ, не пошли вперед, сделали какой-то шаг в современный мир, стараются жить в прошлом или думают, что там что-то придет русский мир и станет лучше. Вот эти политики на этом паразитируют. И поэтому это политики-паразиты или политиканы. Ведь настоящие лидеры в государстве, в обществе, это те, кто ведут за собой и готовы, вопреки мнению большинства, сказать, где черное, где белое, где война, а где там какой-то конфликт, где мир и так далее. Эти люди, они не готовы это говорить, потому что они знают, особенно те настроения, которые здесь присутствуют, что если они скажут правду, подыгрывают настроением, да? Они не окажутся там в парламенте или еще где-то и так далее. Абсолютно так, они подыгрывают. А если бы действительно проводить титаническую работу с обществом, это намного сложнее, чем ходить и рассказывать сказки это видим очень хорошо обществу. в нашей стране. А в чем могла бы выражаться эта титаническая работа? В чем? В информировании? В информировании, естественно, и в противодействии той пропаганды, которая идет с противоположной стороны.
Это нужно как-то пресекать, в том числе, Иван, особенно те, кто находится у власти. У Молдовы есть такая возможность, я имею в виду тех людей, которые находятся у власти. Но когда у нас закрывают российские каналы, это отмечается негодованием общества. Потому что люди, которые привыкли годами потреблять информацию из этих источников, они хотят по-прежнему. Вы знаете, как человек к чему привыкает, он этим и хочет пользоваться. Вот это конфликты между обществом и властью, которые принимают какие-то Смотрите, решения. мы все равно, как Украина этого в свое время не поняла, так и здесь, мы все равно находимся в переходном периоде. Вот есть определенные государства, когда, скажем, из определенного там тоталитарного, авторитарного режима, прежде чем перейти в демократию, они как бы проходили определенную такую, можно сказать, автократию, где-то в рациональном виде, когда находился лидер, когда опять-таки там определенной жесткой рукой определенное время насаживал правильные вещи, там, а потом постепенно как бы государство переходило на демократические рельсы. А у нас как бы сразу пытаются скакнуть в демократию, но общество к этому не готово. И ты им не можешь объяснить определенные вещи, пользуясь демократическими инструментами, потому что с той стороны пользуются недемократическими инструментами. Как раз я хотела сказать вам о том, что вы гагауз, Иван, у нас есть такая пословица, что «бер ялан биндору гечермш», когда ты используешь только те инструменты, при помощи которых ты можешь только сказать правду, и ты не имеешь возможности шагнуть ни вправо, ни влево, потому что там уже неправда, труднее тебе что-либо доказывать. Вы говорили о политиках, а я вот хочу сказать о том, что говорят среди людей. Среди людей говорят о том, что Украина сама виновата, что Россия вот развернула против нее войну. Что вы им скажете? Ну, как могла быть Украина сама виновата? Вот просто даже там пройдемся по некоторым тем вещам, которые озвучивает российская сторона. Да? Они пугали всех, что мы вынуждены начать так называемое СВО, потому что у нас будет НАТО на наших границах. Да. Но извините, балтийские страны являются членами НАТО с 2004 года. Давно. Это непосредственная граница с Российской Федерацией. И ничего страшного с Россией не произошло. Сегодня Россия еще добилась того, что у них еще больше той границы, потому что Финляндия еще вступила в НАТО. Дальше, если говорить о каких-то, как там, нациках, я не знаю, о чем там, нацизме, бандеровцы там и так далее, о чем они рассказывают. Но какие-то химические заводы и так далее у вас? Ну, все эти вещи, конечно, озвучивались, но если мы обратим внимание на то, что происходит в России, там намного больше этих вещей, чем в Украине. И у нас в Украине избирались в политику, и в том числе и президентами, и самые богатые люди. Я имею в виду, что они относились к различным национальностям, эти люди. Это не были только чисто этнические украинцы, например. Ну, Порошенко, например. Ну, Порошенко там, или возьмем даже и Зеленского сегодня, и другие политики. Я имею в виду, что у нас избираются там в тот же парламент абсолютно разные люди разных национальностей. Я имею в виду это к тому, что если в Украине был нацизм, я не знаю, там евреи, там гагаузы или болгары, или еще кто-то, никто бы к власти не прорывался в таком случае. А как раз нацизм, он присущ России, потому что когда они отрицают существование самого украинского народа, как Путин говорит о том, что нет украинцев, есть только русские, и это один народ, это и есть нацизм. Он не признает существование украинской нации как таковой. В Украине этого нету. Меня в этой истории, собственно говоря, с самого начала войны всегда один пример очень убедительный, мне кажется. Да? Вот два соседа, как два государства. У каждого есть свой ритм жизни, семейной жизни, там, быта, уклада, и хозяин или там вся семья решают, как им жить. И не может один сосед управлять другим соседом и рекомендовать там что-то менять в их семейном уставе, правильно? Точно так же и здесь. То есть сегодня Молдова с такой демократией, которую нам удалось на это время. Украина живет с теми жила до войны, собственно говоря, с теми демократическими принципами, которые были, удавшиеся, неудавшиеся. У России свои проблемы, да? Но это внутри страны. То есть
это как внутри одной семьи. Есть очень много разных проблем, и есть много разных рычагов для их решения. И другое дело, что одна семья может это в скором времени решить свои проблемы, у другой это получается сложнее в силу разных причин. Так и государство по всему миру. Другой же решает... сосед не приходит с дубинкой в эту семью и говорит: ага, вы неправильно живете, есть... и давайте вам по голове. Конечно, это путь каждого отдельного государства. Абсолютно. И когда вы говорите, что нацики, я не знаю, как это звучит, но это звучало действительно с самого начала войны, так зачем нужно одному государству разбираться с другим государством? Конечно. Ответа на этот вопрос нет. И в условиях, в которых оказалась сегодня и наша страна, я сейчас говорю о Молдове, если можно чуточку перейти к нашей стране, мы тоже оказались в условиях, когда пример войны, военных действий двух стран, а мы соседствуем с Украиной, в пору предвыборной кампании переносится на нашу страну, что если не это, то будет вот это. Если не так, то будет вот так. И если хотите войну, то будет... И мы это слышим уже на протяжении, от каких-то политиков, может быть, уже и год. Да? Мы знаем политика, которая выстраивала, как называется? Игрушечные танки перед зданием правительства. Да, для того, чтобы показать людям, что из этого может получиться. Вы поймите, то есть серьезные политики выстраивают игрушечные танки для того, чтобы показать гражданам этой страны, к какому миру она призывает, к миру без танков. Но чтобы призвать к миру без танков, надо показать, оказывается, танки, понимаете? И, это клоунада просто, это даже сложно назвать политикой. Пусть. Вот что значит политический аналитик. Да, это клоунада. Назовем это клоунадой и скажем о том, что сейчас страна, Молдова, живет вот этими клоунскими выходами разных политиков, и так или иначе они все смыкаются на одной ноте. Будьте внимательны, у нас может быть война. И как мне кажется, последняя неделя, которая сейчас для Молдовы, вот предвыборная последняя неделя, она будет проходить вся эта неделя под вот такими лозунгами. Что вы, как человек, который анализируете ситуацию, я убеждена, что вы следите за тем, что происходит в нашей стране, что вы сказали бы из опыта украинцев, на которых, повторюсь, 24 февраля наступило настолько нежданно-негаданно, что сейчас вы можете сказать для Молдовы, которые пугают этим, и для Молдовы, граждане, которые должны решить, как нам сделать так, чтобы защитить вот этот пусть хрупкий, но мир, который есть на нашей земле, в Молдове. Просто следует задуматься о том, что вот сколько лет эти политики пугают этих людей, здесь же войны нету. И нужно понимать, почему ее нету. И с логики этих людей, что если вот вдруг и дальше будет эта власть находиться у руля, значит сюда придет война. Но она же до сих пор не пришла сюда, находясь когда эти люди находятся сегодня у власти. И здесь, я думаю, все прекрасно понимают, что если устоит Украина, война сюда не придет. Не надо пугать людей. Чем сильнее будет Украина, чем она сможет противостоять, а лучше все-таки закончить это все, то сюда война не придет. Я скажу больше. Если власть поменяется, вот тогда намного больше вероятности, что сюда война придет. Вот поверьте. Почему вы так считаете? Потому что сегодня и так против Молдовы уже ведется гибридная война. Все, что сегодня происходит у вас в политике, все те колонны пророссийские, которые идут в парламент сегодня, как патриотический блок, как альтернатива, как фортуны, как там большая Молдова, Великая Молдова, да. Все это пророссийские колонны, просчитано и сделано так, чтобы они охватили максимальный электорат, над которым можно паразитировать вот этим прошлым. И не дай бог, если эти люди придут к власти, вы же понимаете, что возникнут проблемы с разных точек зрения, потому что Россия просто так это не оставит. Они и дальше будут их поджучивать, создавать проблемы уже Украине. Но сегодня, например, существует даже, наверное, вы видели, да, уже некоторые начали об этом говорить, о том, чтобы, если приходит пророссийская власть в Молдове, они урезают полностью полномочия Майи Санду или вообще ее снимают с президента, как вариант, я говорю. Дальше в виде туристов сюда заезжают профессиональные военные с России. Зеленые человечки. Да, Украина это все проходила. Здесь организовываются
определенные там так называемые, не знаю, ополченцы, как угодно, а среди местного населения можно набрать достаточно большое количество. То есть их даже завозить много сюда не надо. Могут завести просто профессиональных людей, которые здесь будут учить, организовывать и управлять. А достаточно будет здесь тех, которых можно взять в эти так называемые ополчения. Я думаю, что таки немало найдется и в Гагаузии. И тогда начать создавать уже проблемы. А у нас есть очень уязвимые участки между Молдовой и Одесской областью, как Паланка, например, или здесь на самом южном фланге, где Джурджулешти, вот Рени, Измаил там и так далее. Ну, все-таки будет, я думаю, чисто теоретически, все, что ближе к Одессе. И вот тогда возникает вопрос, так война придет, вот тогда этих людей заставят воевать. Они будут создавать проблемы, в том числе для Украины. То есть, как таковой, России, как таковая, Молдова сегодня просто так, она им не интересна. Молдова интересна для России, для дальнейшей захватнической политики. Как Молдова может в этом помогать России? Ну вот один из вариантов, который я рассказал, это действительно может создать проблемы для Одесской области Украины. Ну там в лайт-версии это будет то, что Украина будет вынуждена сосредотачивать больше сил, просто чтобы как бы удерживать и контролировать ситуацию. А если, не дай бог, здесь все-таки в виде ополченцев начнут лезть на территорию Украины, вы же понимаете, что это уже реальная война. То есть Украине придется защищаться. И вот тогда люди, которые здесь находятся, они превратятся в тех людей, которые сегодня проживают на Донбассе, которые стали просто пушечным мясом в руках российской армии. Я больше чем уверена, что то, о чем вы сейчас говорите, если наблюдают как минимум сейчас зрители этот выпуск из Гагаузии, если смотрят, то 100% говорят вам о том, что этого не произойдет, потому что не может так Россия поступать с нами. Так скажет, во всяком случае, большинство. На Донбассе наверняка тоже думали, что это не может произойти, но это происходит. И знаете, у людей часто меняется мнение, они вот многому не верят. Но когда начинают падать ракеты на голову и всякие плохие вещи, вот тогда начинает тоже переключаться кое-что в мозгу. Если эти люди хотят этого, чтобы это сюда пришло. Но вы хотите знать, наверное, вы и знаете, когда падали или обломки, беспилотники или обломки находили в Чедерлонге, где-то в приграничных зонах, населенных пунктах, то в Гагаузии можно было очень часто услышать, что это же не российские, это украинские дроны. Ну а пусть зададутся вопросом, зачем украинским дронам залетать на территорию Молдовы? Для потому чего? Что украинцы сами себя и бомбят. Так думают, как минимум, жители. Да, сами себя убивают, десятков тысяч жертв, сами захватывают территории. Ну, если люди не хотят здравомысляще думать, извините, тут... Да, у нас есть и такие, которые не хотят. Надо я честно признать. Я понимаю, что те вещи, которые я говорю, как бы многие воспримут в штыки. Но я не собираюсь как бы вот сейчас им что-то навязывать, переубеждать и так далее. Я просто говорю о тех фактах, которые я увидел, которые я анализирую. И я вам скажу, находясь вот в Киеве, там еще до 22 года, я говорил своей жене, вот там еще за полгода, может даже за год, я ей говорил, что вот все идет к тому, что будет большая война. Все идет к тому, что идет большая война. Вот я сегодня просто вам говорю, я этого очень не хочу. Но если у вас будет пророссийское правительство, у вас будет намного больше проблем. Намного больше проблем, чем вы их имеете сегодня. У вас сегодня, кроме проблем отголосков войны в Украине, возможно, некоторые экономические, безусловно, тут нет проблем. Вот я езжу по Гагаузии и так далее. Наверное, поэтому и так и думают. Я же вижу, что у вас есть определенное развитие. Вот даже у нас уже 3,5 лет большой войны, у нас оно немного притормозилось. Это можно просто увидеть элементарно по строительству тех же дорог, которые у нас начали на Буджаке делать активно достаточно. И все это остановилось. А тут как бы идет дальше. И в том числе я знаю, что это делается за счет европейских денег. А вопрос, не только это, но очень кстати, много будут деньги, делается, например, от Москвы для строительства дорог? Дадон уже сказал о том, что не будет, денег не будет, жить будет намного сложнее, денег не будет. Европейский Союз перестанет
предоставлять те финансы, которые предоставлял. Кристина Федоровна вспомнила об акции с танками, а я вспомнила другую историю, которая связана с этим же политиком. Мы говорим о Ирине Влах, бывшем башкане Гагаузии. Она побывала в Болграде, это было еще до начала войны, побывала в соборе в Болграде и передала Евангелие на гагаузском языке для всех приходов, гагаузских сел, которые находятся на территории Украины. Подписала сама. Но так получилось, что после того, как началась война, ни она, ни после нее следующий башкан ни разу не посетили Украину и ни разу не высказали слов в поддержку гагаузов, которые проживают на территории Украины. Как лично вы на это смотрите? И есть ли какая-то реакция от гагаузов Украины на эти вещи? На бездействие Гагаузии, собственно говоря, в период Нет, конечно, войны. нам бы очень хотелось, чтобы все-таки было больше взаимопонимания, было бы какое-то все-таки более единство в оценке ситуации. И когда этого не происходит, а тем более, когда там есть уже и погибшие, и раненые, и так далее, и ты видишь, что люди здесь просто не могут рот открыть и сказать слово «война», Да. Ну, я как человек, который вот столько лет, тем более там в профессии, в политической аналитике и так далее, я как к этому отношусь как к определенному уровню развития, на котором находится гагаузское общество на сегодня, или гагаузские политики, которые не способны проанализировать, не могут найти себе смелость для того, чтобы просто элементарно шагать в современный мир. Я помню то время, когда в Гагаузии проводились конгрессы гагаузов, и я думаю, что вы и участвовали, не только знаете об этом, но, может быть, и участвовали. Приезжал, да, один раз был. Начались эти конгрессы, начал проводить, по-моему, Георгий Табунщик, тогдашний башкан, и в 3 года раз, по-моему, они проводились. Но вот не было, последний конгресс гагаузов был проведен при Ирине Влах, но 3,5 года идет война. Мало того, что наши политические лидеры, назовем их лидеры, но я их возьму в кавычки здесь, я говорю о наших политиках Гагаузии, никаких заявлений не сделали в адрес поддержки гагаузов и не предложили ничего, не знаю, как братьям, которые проживают в соседней стране, где идет эта полномасштабная война. Нет никаких идей собрать гагаузов, 3,5 года все-таки. Я вот думаю, что... Я не знаю, как на это реагировать, чтобы меня правильно поняли. Я нисколько не хочу думать о том, что Конгресс гагаузов задумывался как-то носить... То есть он задумывался, как мне кажется, под такими добрыми начинаниями, добрыми идеями, но как-то получается, что когда идет война, когда нужно собираться и нужно поддерживать друг друга для того, чтобы выстоять, для того, чтобы почувствовать плечом к плечу, даже если мы на разных расстояниях гагаузы всего мира. Так получилось, что даже самые близкие на территории находящиеся гагаузы ничего не сказали. Как вы думаете, вот этот конгресс гагаузов сейчас, если бы его кто-то осмелился бы проводить, он каким получился бы? Тогда, когда война, и тогда, когда гагаузы разделились между мнением Россия агрессор или Россия не агрессор. Это война или это СВО? Наверняка он бы не был там таким полноценным, возможно, как он там был раньше. А он был бы возможен вообще? Вот в чем его смысл? Украины. В чем смысл Конгресса, когда вы в определенные периоды, особенно вот когда война, в самых критических моментах, что может быть хуже? Когда здесь в центре Гагаузия, то есть все-таки здесь центр, у нас в Украине меньшинство гагаузов, не могут выйти и сказать определенные вещи. А я вам скажу, возможно, я повторюсь, но это очень важно. Это проблема с идентичностью. Вот в чем проблема. То есть у гагаузов проблема с идентичностью, когда они готовы уступить борьбу за сохранение собственного языка, сохранение культуры, своих традиций, отстаивание экономических интересов собственного региона, имею в виду Гагаузии. Они готовы это уступить и на первое место поставить, я назову это российскими интересами. Зачем выходить, заезженная тема, да? Зачем выходить в защиту русского языка, которому ничего не угрожает здесь и вообще? Боритесь за собственные интересы. Вот почему они не могут сказать слово «война», потому что для них на первом месте это не их идентичность. Если бы они чувствовали свою гагаузскость, они бы тогда чувствовали бы в нас
сопереживание к нам, какую-то близость. Они бы были едины с нами, хотя бы там на словах, чтобы поддержать, сказать правду и так далее. У нас проблемы с идентичностью, у нас проблемы с развитием, как бы это грубо не звучало. Это гагаузы где-то проблема остались в только здесь, на архаичном... этой стороне, молдавские гагаузы, или эта В проблема первую касается очередь, и в первую украинских очередь, у гагаузов? нас тоже присуща эта проблема, но повторюсь, там гагаузов намного меньше, и плюс все-таки те события, Это раз. которые происходят в Украине в течение всех этих лет, процентность тех людей, которые думают все-таки более адекватно, они увеличились. А здесь, имея инструменты автономии, это вообще, то, что сегодня происходит в Гагаузии и с той властью, которая здесь, это кроме как позором назвать нельзя. А почему мы докатились до этого позора? Вам со стороны видна причина? Потому что не научились, прежде всего, бороться за собственные интересы. Борются за чужие интересы. За интересы России, за интересы Шора, я не знаю, кто тут, там еще, кто был до этого. В основном эти. А что мы сделали не так, что мы не можем бороться за собственные интересы и боремся постоянно? Вы правильно говорите, и нечем возразить вам за интересы Шора, еще за интересы Это, к сожалению, это историческое наложение, наверное, определенных исторических травм, когда кому-то мы что-то должны, потому что оказывается, с точки зрения этих людей, что эти земли нам подарили. Оттуда все это тянется. Со времен Советского, опять-таки, Союза. Вот где эти все причины. И, к сожалению, сейчас эта больная определенная идентичность, она подменила ту реальную, которая должна быть. Это такая болезнь в том числе. Насколько удастся вылечиться, чем мы дальше отдаляемся, тем будет сложнее это сделать. Мне кажется, что тут рецепт простой. Не надо лезть в большую политику. Кому? Не надо гагаузам. Не надо лезть в большую политику. Не надо давать себя использовать. У вас, благодаря Молдове, Турции, в свое время здесь создалась автономия, абсолютно законная. У вас есть инструменты, достаточно широкие инструменты для того, чтобы организовать развитую жизнь на этой территории. Нужно этим заниматься и не лезть в большую политику. Заниматься архивами, заниматься собственной историей, изучить до конца, откуда, что мы, куда и так далее. Изучить собственную историю, порыться в архивах, изучить, почему так произошло, что 1000 людей умерли в 1946-1947 году, почему репрессировали тогда людей, почему их депортировали, почему их брали в труд армии. Почему живут мифами о том, что в румынский период здесь всех гнобили, но не говорят о том, что были 1000 людей уничтожены во время Голодомора. Вы сейчас говорите о таких вещах, о которых вообще Гагаузия не говорила 30 лет и не хочет говорить. К сожалению, опять-таки элементарный аргумент. В Украине был страшный Голодомор 1932-1933 годов. Да. Умерли миллионы людей, их просто заморили голодом. Здесь на территории этого голода не было. Потому что эта территория находилась в составе королевства Румынии. А в 1946-1947 году, как только пришли советы, нате вам сразу репрессии, не хотите в колхозы, мы вам устроим голодомор для того, чтобы сломить ваш дух и загнать всех в колхозы. О том, что какая-то была засуха. Возможно, и была засуха, но причиной Голодомора было все-таки то, что пришли и забрали у людей то, что у них, скажем, было последнее. А зачем было забирать? Если даже с их точки зрения здесь была засуха, как же так? Огромный Советский Союз не может обеспечить данную территорию хлебом. Не то, что они могли завести, а они наоборот пришли и забрали. В вагонах гнило зерно. Людей видели, люди не могли подойти, потому что их расстреливали. Это преднамеренная политика или сажали. была. Но вы знаете, даже тогда, когда в Гагаузии принята дата, и Народное собрание Гагаузии за это голосовало, есть утвержденный день памяти жертв голода 46-47, 19 октября, невзирая на это, мы с Леной Федоровной, как авторы этой инициативы, внимательно за этим следим. Ни разу, ни один башкан с 18 года, ни один башкан и ни один председатель Народного собрания Гагаузии не принимали участие
в подобном дне памяти жертв хоть в каком-нибудь населенном пункте. На местном уровне, конечно, примары, либо те или иные жители тех или иных населенных пунктов, которые исследовали и которые знают, что этот день, День памяти жертв голода, выходят к тем обелискам, к тем монументам, к тем мемориалам, которые построены в селах автономии, и отдают дань памяти. Но не власти. Да, но не власти. Власть от этого отходит. И знаете почему? У нас есть ответ на этот вопрос. Это будет означать, что мы против России. Вот я не знаю, как, в какой части мозга должна сидеть вот эта тема, когда в России точно так же давным-давно признали, что этот голод был и что люди умирали. И что он был насильственным. Да. Давайте перейдем к нашей рубрике «Люди говорят что» и попросим, Иван, ваших коротких ответов на наши вопросы. Друзья, вы оставайтесь с нами. Проект «Единомышленники» здесь и сейчас. У нас Иван Капсамон, журналист из Украины, и мы говорим о важном. Присоединяйтесь. Люди говорят, что... Люди говорят, что Россия воюет числом, Украина – духом. Насколько хватит этого духа? Духа этого хватит настолько, насколько будут существовать украинцы. Я просто хочу, постараюсь коротко. Я не за то, чтобы эта война продолжалась, но хочу, чтобы меня правильно тоже поняли. Просто мы не можем проиграть собственную страну. И мы сегодня, Украина, имею в виду, делает все для того, чтобы создать условия, хотя бы остановить эту войну. Правда. В том числе за счет западных партнеров, как ни крути. Люди говорят, что в Украине идет война, а газ и электричество дешевле, чем в Молдове. Как вы это объяснили бы нашим гражданам? Еще раз дешевле. Люди говорят, что в Украине идет война, а газ и электричество дешевле, чем в Молдове. В Украине дешевле? Да. Да. Ну, у нас, я не знаю, чтобы у нас было дешевле газ, чем в Молдове, но я хочу просто заявить о том, что газ в Украине тоже есть, то есть его добывают в том числе и в Украине. Есть возможность его транспортировать из Европы в том числе. В Молдове это была большая проблема до недавнего времени. Насколько я знаю, сегодня тоже перешли постепенно на транспортировку из Европы. Да. Надо учитывать географию, надо учитывать определенные экономические вещи для того, чтобы цена была дешевле. Где-то она дешевле, где-то она дороже. Извините, не сразу просто понял вопрос. Люди говорят, что война – это бизнес, поэтому конец не скоро. Ну, на любой войне всегда кто-то зарабатывает, потому что производится оружие. Но война сегодня не заканчивается в Украине не потому, что это бизнес. Нет. Потому что это большая геополитическая проблема. В первую очередь это историческая имперская политика России. Как только это прекратится с их стороны, война сразу остановится. Люди говорят, что Украина платит кровью за мирное небо над Молдовой и Европой. 1000% согласен. Украина платит кровью и останавливает эту войну и для Молдовы, и для Европы. И европейцам надо, они это понимают, может не все, что если вы сегодня не будете вкладываться в Украину и делать все для того, чтобы эту войну здесь остановить или дать возможность нам защититься, завтра эта война будет у вас на территории. Люди говорят, что лучше уступить территории, чем продолжать воевать и убивать. Дело в том, что уступка территории не приведет к остановке войны. Она приведет только к продолжению этой войны. Потому что дашь палец, откусят руку, ну и так пока не сидят все тело. К сожалению, с Россией это работает так. Следующий вопрос к вам, как политическому аналитику, конечно. Люди говорят, что если победят проевропейские силы, у нашей страны будут шансы на развитие. Можете что-то добавить или не согласиться с этим? Ну, во всяком случае, больший процент того, что Молдова все-таки будет продвигаться к Европе, и тут будет жизнь лучше, чем она сегодня. То есть вы движетесь по правильному пути, пусть с проблемами, своими проблемами, но вы их проживаете, и это правильный путь. Просто достаточно оглянуться вокруг вас, и все-таки определенное улучшение у вас присутствует. Ну, исходя из вашей географии
и возможностей, другого пути, к сожалению, вот сложно найти. Даже статус нейтралитета — это тоже отдельный вопрос, который не гарантирует вам безопасность. Но даже тогда, когда у нас статус нейтралитета прописан в Конституции, у нас есть политики, которые все еще выходят к людям и говорят, что они будут настаивать на нейтралитете нашей страны. Не знаю, как это еще Пусть, возможно. но они же не говорят о том, что нейтралитет предполагает очень сильную армию и очень большие финансы в развитии армии. Эти политики об этом не говорят. Нет, это как раз-таки встречают в штыке. Ну, вот. Но это те Самые люди, у мелкие которых попытки. профессия политик. Да, люди говорят, что если на выборах победят пророссийские партии, страна может быть втянута в войну. Да, об этом я уже сказал. Но это вполне реально. Во всяком случае, увеличивается процент того, что вашу страну будут использовать, ну, в первую очередь, против Украины, и не факт, что будут дразнить в том числе и соседнюю Румынию. Это может привести их к более агрессивным, большим проблемам, в том числе вплоть до войны. Но Россия не остановится. Вот в Украине она же пошла на войну. Почему здесь думают, что Молдова не станет территорией для войны? Да им все равно, где воевать, лишь бы реализовать свои интересы. А интересы давно известны. Это вернуть свое влияние геополитическое над вот этим пространством. Люди Не говорят, только геополитическое. люди говорят, что если бы не Зеленский, войны в Украине не было бы. Ну, не могу согласиться. Зеленский опять-таки пришел к власти, когда война уже была. Она шла с 2014 года. И Минские соглашения, которые существовали на тот момент, они лишь приостанавливали эту войну. Но они ее не разрешали. Из года в год она только накалялась. И рано или поздно оно могло прорвать. Можно ли было договориться тогда? Ну, можно было, но надо было опять уступить. Уступить много. Насколько это правильно, то есть что-то уступить? Да, могли уступить. Но это бы не отвело нас от войны, я повторяю, я уверен в этом. Это не отвело. С той стороны нет желания вот каким-то образом существовать мирно, если с той стороны не хотят. То есть так получается, что слово «уступить» — этот глагол самый главный к сожалению. для решения вопроса Но он не равен наступления слову мира. «мир». Но он не равен слову «мир». Ну, к сожалению, вот так оно работает. То есть, когда Москва видит слабость, они будут давить дальше, они будут идти вперед. Но Москва Когда видит слабость Украины. они сейчас. не видят слабость, они просто не могут свернуть назад. Я имею в виду, Задачу что, не могут свернуть, да? конечно, Иван, смотрите, с одной стороны, в 2022 году началась война. И вот после начала войны вы выступаете с инициативой переименовать ваше родное село Виноградовка в Корчу, то есть как это село, вернуть название, которое было у этого села, еще получается, когда, в каком веке? До это название перешло от, ну, во всяком случае, что нам известно, от ногайских татар, которые здесь до этого проживали, и гагаузы, когда сюда заселились, это название осталось. Курчу. И оно, Курчу, да, оно существовало вплоть до 44-5 годов, когда вот пришла советская власть и отменила эти названия. И вот почему возникает у вас идея вернуть прежнее название села, и именно вот в этот период после начала войны? Ну, почему в 22 году и начало войны? Потому что тогда в целом в Украине начался процесс, ну, его так называли, как деколонизация. То есть что был принят под это? закон, который предполагал ликвидацию имперских названий на территории Украины. Но учитывая то, что началась война, а Россия — это не до конца распавшаяся империя, в том числе за бытность Украины под властью Российской империи еще раньше. Конечно, здесь куча всяких было советских наименований, имперских наименований. После 2014 года у нас был принят закон по декоммунизации, когда убрали коммунистические названия и памятники. После 22-го вот, ну, так назывался этот закон — деколонизация.
Опять-таки, это там не я придумал. Это все, что принималось в Украине на уровне центральных властей. Когда этот закон был принят, он предполагал вот смену этих названий. И в том числе, если брать конкретно наш населенный пункт Виноградовка-Курчу, то там тоже около 6-7 улиц должны были в обязательном порядке переименоваться. То есть это был в обязательном порядке закон, не то, что хочешь или не хочешь. И должны были переименовать, но гражданам местным предоставлялось право самим этот процесс организовать и выбрать. И я тогда вот вместе с Василием Килиогло, Юрием Демчогло, гагаузы в Украине, думаю, тут тоже известные, Да. мы тогда объездили 9 населенных пунктов в Буджаке с моноэтническим и не только моноэтническим, но там смешанные населенные пункты, где проживают гагаузы. И, например, вот мой главный посыл был тот, что вот смотрите, процесс декоммунизации, который прошел раньше, он прошел, и вы название улиц поменяли. Хотели вы этого? Улицы Ленина были у вас? Ленина были, все. Поменяли их? Еще поменяли, тогда? Еще тогда. Это Да. 2014-2015 год, 10 лет назад, можно Так. сказать. Хотите, не хотите, эти названия будут меняться. Вот сейчас наступил очередной этап такого переименования. Давайте просто подумаем, как, чтобы улицы не называть, как это было вот до этого, какими-то там цветочно-букетными названиями. Ну, как это традиционно там делались. Для того, чтобы от нас отцепились, они просто называли там улицу Садовая, там Школьная, еще какая-то, еще какая-то, еще какая-то. А можно мы вас попросим здесь на секундочку буквально прерваться, а нашего режиссера попросим выдать на экран. Мы с Еленой Федоровной подготовили вот список тех улиц по Курчу, которые предполагалось переименовать. И мы хотим просто и показать, на какие названия предлагалось переименовать, а вы нам расскажете, удалось ли все-таки это сделать, переименовать эти улицы. И с названием села тоже вернемся. Да. Вот, Удалось, не допустим, удалось. эти улицы, которые, как они у вас там в Курчу называются, в каждом селе есть у нас такие улицы. Улицу Гагарина переименовать на улицу Берлики, то есть гагаузское название. Переулок Гагарина переименовать на улицу Жеку Балабана, первый староста села начала там, 19 века. Улицу Гайдара на улицу Качамак-Йолу. Улицу Некрасова на Озерна, находится возле озера Ялпук. Улицу Пушкина на улицу Георгия Победоносца в день понятного для всех православных христиан и не только святого Георгия Победоносца. И это храм села отмечается еще в этот день. Да? И улицу Хворостина на улицу Ильи Каракаша. Увековечение памяти уроженца села, ученого, который сыграл одну из ключевых ролей в правовом оформлении гагаузской автономии. И об этом имени знают очень многие гагаузы в нашей автономии. Что удалось? Принято такое решение, поменяли эти улицы или не изменились названия этих улиц? Ну вот вы перечислили все эти названия, которые удалось переименовать. Тогда, собственно, эти предложения, там, по-моему, 5 вариантов из 7, прошли те, которые я подавал. В основном это гагаузские названия. К сожалению, они не у всех вызвали одобрение, это был достаточно сложный процесс. Ну, как раз мой посыл был как в нашем населенном пункте, так и в других, что давайте называть улицы какими-то смысловыми названиями, которые бы отражали выходцев с этого села, историю данного населенного пункта, или хотя бы пойдем более просто, какие-то, возможно, гагаузские слова. Ну, помимо того, что там называть украинскими названиями, нам же никто не запрещает называть их гагаузскими. Вот Да, по как улицам Берлич, это, да? вот как Берлик, Да. позже там у нас еще улица Достук появилась тоже в Курчу. С названием села, к сожалению, труднее, потому что название не подпадало под вот эти законы, которые я ранее назвал. Но дело в том, что после укрупнения Болградского района, куда вошли Арцизский и Тарутинский районы, в этом одном районе 3 виноградовки с таким же названием. Вот тогда, учитывая вот этот общий вопрос, вот процесс, почему я, собственно, вот приехал тогда и предложил, что пока идет процесс переименования улиц, давайте заодно вернем историческое название селу, которые мы, гагаузы, и так используем между собой. И другие гагаузы из других населенных пунктов тоже используют это название.
вернем это название заодно, когда идет вот этот общий процесс. Тем более, что это село Виноградовка, оно как бы все-таки было навязано в советский период, а тут еще в одном районе у нас есть еще две Виноградовки, одно Виноградное. Ну, определенная путаница возникает. Решение в городском совете тогда прошло. Стояла задача для того, чтобы его приняли, на тот момент должна была принять областной совет, Одесский областной совет. Потом, правда, поменяли процедуру, уже эта стадия не нужна была, а можно было отправлять сразу от местных органов решение, сразу в Верховную Раду, в парламент, и там принимали решение. Ну, нашлась группа людей в селе, которые выступили против, начали рассказывать другим жителям села о том, что будут проблемы с документами, а зачем это нам надо, потому что у нас там война, ну и мы просто не хотим, зачем нам это старое название. Ну вот как бы люди не захотели, подали в суд. Село разделилось, да? Ну, разделилось, мне даже сегодня, ну, сложно сказать, кого больше, кого меньше, но Но идея для не меня получила просто разрешения. очень абсолютно до сих пор непонятным остается, как сами гагаузы не хотят вернуть свое историческое название, особенно для гагаузов, потому что это тюркское название. Ладно бы, если бы там, например, этнические болгары в каком-то селе не захотели вернуть тюркское, а здесь вроде бы оно нам близко, мы его используем. Ну вот не хотят и все. А как это Две можно инстанции, объяснить? я вот закончу, две инстанции суда мы выиграли, и самая последняя инстанция отменила решение Болградского городского совета. То есть что-то было сделано незаконно, на это указал суд? Нет, Ну, просто они решили, что люди там, были там они против. решили, что все-таки где-то процедура была нарушена, насколько я понял из этого решения суда. Ну, процедурно Ну, и это ладно, но то, что люди все-таки не приветствовали. люди не приветствовали, и когда вот началась вот эта кампания, скажем, о том, что у нас будут проблемы с документами, действительно этих людей стало очень много. Их стали много, ну уже поддержали сложно объяснить этим. Ты говоришь людям, что действительно там уже на законодательном уровне принято решение, что проблемы с документами Не будет. абсолютно не будет. Это все происходит автоматически. Не только уже для физических лиц, а и для юридических лиц в том числе. Ну, естественно, я знаю, как бы, что после этого отношение ко мне в селе тоже изменилось. Больше, конечно, в негативную сторону. То есть все почему-то, ну, скажем так, большая часть, мне сложно судить об этом, как бы выступили, приняли это все в штыки. Ну, не только я думаю, что вы знаете Ольгу Семеновну Кулаксис, которая поддерживала этот процесс. Ну, не только, есть и другие, которые люди поддерживали, но когда они увидели вот эту определенную такую агрессию о том, что люди вот не хотят, неприятие, то... Скажите, Иван, а может мне сложно объяснить, почему люди отказываются от своего. Это мы сейчас возвращаемся к вопросу идентичности. Это ваша идентичность. То есть значит, люди не чувствуют необходимость в той идентичности, вот если они хотят. отказываются. Она Как там нивелирована. некоторые вот говорят, что там женщины какие-то, что я родилась в Виноградовке, я умру в Виноградовке. Вот вам и аргумент. Я не услышал ни одного здравомыслящего аргумента, почему вы против. Там война, да, война, но что значит нам сейчас не жить и не решать какие-то гуманитарные вопросы? У нас экономические проблемы, у нас я тоже за то, чтобы решались экономические вопросы. Но когда есть возможность сейчас поменять название, почему это не сделать? Тем более, когда вы его сами используете. Вот в чем еще. Вы же сами его используете. Футбольная команда называется Курчу. Там какой-то парк, по-моему, тоже назвали Курчу. Но вот когда пришло время, чтобы юридически это... Dediler demediler olmayacakmış bu iş. Ну, bakalım, hadi büyün olmayacak, yarın belki Bakın olacak. sizde olmadı, Gagauziyada da olmadı, zira vardı bile inisiyativa değiştirme Lenin Sokağı'nı Komrat'ta yapma Stepan Topal'ın sokağı. Gene çıkıldı karşı da Rusça. Такая же идея была в Комрате, не только в Комрате, в некоторых населенных пунктах тоже не удалось это сделать. И вы, мне кажется, сказали, вы не понимаете, почему гагаузы не хотят отстоять свою идентичность и не хотят настаивать или поддерживать эти идеи, чтобы именами личностей, которые имеют непосредственное отношение к истории нашего гагаузского народа, называть улицы или возвращать то название, которое исконно гагаузское, скажем, да? Но смотрите, может быть, чтобы к этому приступать, надо сначала, зная, что люди не готовы
воспринимать это. Сначала, может быть, нужно провести очень большую информационную работу, чтобы люди понимали, что такое идентичность. И когда мы называем гагаузская автономия, мы за то, чтобы автономия жила. Ведь эта фраза не даст возможности жить гагаузской автономии. Жить гагаузской автономии даст только то, что мы гагаузы и что мы точно знаем, что наш язык — это основной стержень, что наша культура — это вспомогательные вещи для того, чтобы устойчиво стоять на этой земле, которая именуется Молдова и гагаузская автономия. Ну, Может, это информирование нужно? Вот название — это и есть маркером, в том числе идентичности. Да. То есть это тоже объясняет идентичность. Ты объясняешь людям, что если название там будет каким-то гагаузским или отражающим что-то, какую-то особенность местности, это и есть часть вашей идентичности. Вам же не навязывается вот что-то сверху, грубо говоря, там, ну, они как боятся, как, я не знаю чего, например, там, Бандера какого-то назвать или что-то такое. Вам просто говорят, название смените. И я говорю, давайте возьмем то, что нам близко, то, что нам родное. Но и так далее. вам Это и удалось есть часть все-таки. идентичности. Все-таки удалось, вы сделали шаг вперед, хотя Шаг бы по был отношению сделан. к улицам. У нас вот улица Ильи Каракаша, но это человек, который Вы его прекрасно сделал здесь больше, знаете. Ну да. больше для нашей автономии, чем Для рождения Да, гагаузской для рождения нашей Ну, автономии. Но у мне в нас селе, нет например, улицы когда шел его процесс, имени. мне доводилось там слышать даже тех людей, которые живут на этой улице. А это как раз менялась улица, где он родился. Не yaptığı bizimköy. Öyle mi? Öyle var, вот Bizde такой var аргумент. atlar, bizde var insanların yaptılar bu köye, bu Gagauze, ama onların atları da geçmedi. И имена Öyle de тех var. людей, которые конкретно своими делами, поступками сделали что-то значимое для своего родного села и для своего родного города, тоже не получилось, люди это не приняли. Вы говорили вот о очень важной вещи, вы говорили о идентичности, и Екатерина Федоровна сказала о языке. А как обстоит дело с гагаузским языком вот в ваших гагаузских населенных пунктах? Он живет в семьях, он живет полноценной жизнью на улицах, он используется чаще в отношениях, допустим, с государственными какими-то структурами, или что-то изменилось? Такая же проблема, как и здесь. Гагаузский язык среди в возрасте там, от 0 до 10-15, он фактически исчезает. Единицы на нем говорят. Проблема та же самая. Есть спасение, на ваш взгляд? Кажется, Надежда что мы сейчас никогда будем так печально Надежда говорить умирает об этом. последней. Ну, потому что за это все равно нужно бороться. Особенно если у вас в руках есть инструменты автономии. Нам немножко там сложнее, хотя тоже имеется. Понимаете, почему опять-таки это произошло? Потому что до конца незрелое общество, незрелый народ, который готов перейти к другим инструментам. Это же не мы единственные, кто теряет язык. Но кто-то готов перейти более к современным каким-то инструментам и все-таки менять. Ведь почему это произошло? Потому что до этого достаточно консервативное гагаузское общество, которое не имело большого выхода в мир, скажем, да, оно было законсервировано. Там говорили на гагаузском. Когда же произошло, что люди начали выезжать из сел, когда появился интернет и многие-многие вещи, конечно, это автоматически ударило по устойчивости языка и устойчивости народа. Вот здесь в таких семьях, понимаете, даже в чисто гагаузских, таким людям уже получается, что им сложнее устоять перед вот этими проблемами и все равно продолжать учить своих детей гагаузскому языку. Но сейчас основной вопрос. И поэтому здесь инструменты переходят уже в том числе к власти. Сегодня, когда мы обращаемся к семьям и говорим, говорите на гагаузском языке, да, надо это делать, но вот в Израиль же смог возродить там свой язык, смог из мертвого фактически. Мертвый сделать живым. Правильно. Но мы с Поэтому Федоровной инструменты писали автономии должны закон использоваться. о расширении сферы применения гагаузского языка, и нас стали упрекать в том, что вы хотите навязать гагаузский язык, вы хотите его через закон, вы хотите через силу насаждать желание людям изучать свой родной язык. Но нас упрекнули в том, вы говорите, что должны действовать государственные какие-то институты. Ну, это как и с теми же названиями. То есть Знаете, люди это почему-то воспринимают, вот эти что им темы- что-то навязываешь. Да, или навязываешь, или вот эти темы, как принятие Дня памяти жертв голода, как гагаузский язык, принятие этого закона, рассматривается, зачем вам это сейчас надо? Вам что, нечем заняться?
Вот смотрите, как мы плохо живем. Вот смотрите, там война. Вот у нас зачем вам нужно принимать День памяти жертв голода, говорили нам тогда. Во-первых, депутаты говорили... Заместитель Башкана сказал о том, что надо заниматься вопросами экономики. Только экономика может спасти автономию. Все, что касается языка, культуры, это второстепенно и третьестепенно. Смотрите, мы не потому, что сейчас там жалуемся, что это было так, да, но это было так в 2016, 2017, 2018 году, и сейчас, к сожалению, ничего не поменялось в депутатском корпусе. Если бы кто-то вышел бы с какой-то законодательной инициативой, там, поменять или предложить закон, какой был у вас в Украине, предложить закон о том, чтобы в каждом населенном пункте 10 улиц или 15 или 20 улиц дать имена тех людей, которые имеют самое прямое отношение к нашей гагаузской культуре, истории, языку, то это восприняли бы в штыки и опять сказали бы, зачем сейчас этим заниматься, у нас что, нет других проблем. У меня вопрос, почему мы, гагаузы, вот все это, что очень важно для продвижения и для самостояния гагаузского, я бы так назвала, мы все считаем ненужным. И мы выбираем только то, что это против России, не надо принимать этот закон, это тоже против России, не надо. Зачем против русского языка? Да никто не говорит, что мы против русского языка. Русский язык – это язык, который будет еще очень долго в наших школах жить. Не знаю, может быть, вы возразите этой мысли, но это так, потому что Гагаузия не готова переводить свои школы на гагаузский язык. Полностью не готова, частично это другой вопрос, который надо обсуждать. Но от русского языка никто не избавляется в гагаузской автономии, но за 30 с лишним лет жизни гагаузской автономии гагаузский язык не стал таким, каким он мог или должен был бы стать. Языком общения всех политиков, руководителей разных учреждений. И когда мы об этом говорим, вы знаете, вот как, наверное, на вас смотрели в вашем селе Курчу, что вы пришли в год начала войны, вы пришли с такой идеей, давайте переименовывать наше село Виноградовка в Курчу. Вот, нас, наверное, воспринимают как людьми, не из мира этого. Но что вы хотите этими идеями? Сейчас давайте жить просто. Вот почему-то вот это просто этот аргумент жить просто, он сколько лет длится? Просто обратите внимание, если вы 10 лет назад или 15, вам то же самое сказали, вы вернетесь к этому через 10 или 15, вам тоже так рано, да? Потому что мы живем в такой период переходной, нестабильности, но это не значит, что мы не должны заниматься в том числе и гуманитарными вопросами, потому что если ими не заниматься, тогда завтра просто исчезнет такой народ, как гагаузы. Они могут называть себя гагаузами, но хорошо, а вот спросить таких людей, которые против, а что в вашем понимании гагаузы? Вот что в твоем проявлении, чем ты можешь объяснить другим людям, что ты гагауз? А вы вот как ты говоришь это объясняете? Вот ты говоришь на русском языке, да? Но ты гагауз. А что, у тебя нету собственного языка, а я его не знаю? Ну а почему тогда ты не сделал все для того, чтобы его сохранить? Или хотя бы ты не согласился, когда вам пытались помочь, дать какие-то инструменты для того, чтобы ваш ребенок изучал гагаузский язык. Надо просто опять-таки воспитывать любовь к своему родному языку, к своему народу и так далее. Это сложно, но, к сожалению, сложно. Вот почему так происходит, мы о причинах уже достаточно сказали. Но я думаю, что все равно ту работу, которую вы делаете, тех вещах, о которых я говорю, я понимаю, что я сказал такие многие вещи, которые воспринимаются в штыки, как здесь в Гагаузии, в том числе наверняка и у нас, но я не хочу создавать конфликты. Я это говорю для того, чтобы люди просто задумывались. Особенно что касается, мы когда говорим о гагаузах, вы знаете, это действительно сложно. Но давайте все-таки вместе как-то сделать какие-то шаги для того, чтобы этот язык все-таки существовал, эти традиции существовали. Какие шаги делают власти Украины навстречу гагаузскому народу на территории Украины? Очень коротко, если можно. Во всяком случае, нет инструментов, которые бы в чем-то нас ограничивали. У нас в школах изучается гагаузский язык как предмет. То есть хотите какие-то мероприятия, пожалуйста. Вот поднимается в том числе вопрос сейчас о том, чтобы гагаузы вошли в число коренных народов и так далее. Я скажу так, что украинские власти ни в чем не ограничивают гагаузов
в собственном развитии. Это зависит от самих гагаузов. Вы должны быть сами заинтересованы, чтобы сохраниться как этнос и как народ. А можно Я здесь думаю, еще и один тут- маленькую такую ремарочку? А про Кишинев вы как-то в одном интервью сказали, что Кишинев за многие годы так и не приспособился грамотно работать с регионом, то есть с автономией. Что вы имели в виду? Ну, я наверняка это говорил тогда в каком-то контексте, наверное, какая-то проблема это обсуждалась. Мне кажется, что, ну, возможно, если сейчас как-то превалировать, то Кишиневу нужно работать здесь с людьми, ну как работать, находить общий язык, который заинтересован в развитии гагаузской автономии. Пусть их здесь мало, пусть их не так совсем много, но с этими людьми нужно работать, их надо слышать, в некоторых вещах, возможно, там помогать, доносить, пытаться как-то переубеждать дальше людей. Ну, к сожалению, как бы другого выхода Ну, нет. смотрите, говорят, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но в Гагаузии не решены те вопросы первостепенные, которые должна решать власть, которую мы избираем. Для того, чтобы гагаузская автономия сохраняла себя в том статусе, который был получен в 1994 году. Поэтому требовать что-то от Кишинева, находить здесь людей, которые будут помогать формулировать мысли, как все-таки сохранить гагаузский язык. Мне Нет, кажется, это ни чуть... в коем случае не требование. Это просто мысли, которым там... Ну, то, что я вижу сегодня, я просто не знаю, ну, в каком контексте была сказана та фраза, но то, что я вижу сегодня, Кишинев действует достаточно лояльно, общается, о чем я сказал, с этими людьми, которые здесь находятся. И Майя Санду говорит о необходимости сохранения гагаузского языка чаще и больше, чем местные политики. Ну, местным И политикам она сейчас предлагает, не- что давайте Вопрос как-то языка что-то не делать. интересует. Сегодня, вы знаете, у нас в автономии о руле оставленница Шора, человека, который осужден в нашей стране на 15 лет за аферы в банковской сфере. Конечно, он сюда приводил тех людей, с кем он сюда пришел, не для того, чтобы развивать гагаузский язык, гагаузскую культуру. Это понимают многие, признавать хотят и могут немногие. Конечно, вот работать с этой властью напрямую у президента не получается, и, наверное, было бы и неправильно с ними работать, а работать, как вы говорите, напрямую с конкретными людьми, наверное, они пытаются. В общем, Гагаузия оказалась в западне. Да, но это Ну, сложный я шаг. тут С хочу, одной стороны. знаете, такую мысль сказать, что несмотря на всю сложность ситуации, и эти мысли сейчас, особенно во время предвыборной кампании, некоторые молдовские политики заявляют о том, что необходимо у гагаузов забрать автономию. Ну, я слышал. Ну, я бы хотел сказать о том, что несмотря на всю сложность ситуации вот в Гагаузии, и сами гагаузы, к сожалению, очень много делают для того, чтобы дискредитировать эту автономию и дать определенный повод Кишиневу. Как бы этого, конечно, не надо делать. Гагаузов должна быть своя автономия, во всяком случае там в ближайшее время. Я все-таки верю, что какие-то преобразования по чуть-чуть они будут А можете происходить. назвать какие-нибудь действия политиков или что вы имеете в виду, когда говорите, что сами гагаузские политики дискредитируют автономию? Ну, сплошь и рядом. Все эти политики, которые ездят на всякие протесты, там, ну, я говорил, там, защиту русского языка, или когда что-то триггерит, все, что связано с Россией, они сразу же выходят на улицу. То есть, почему сегодня постоянно заявлять о том, что мы боремся с Кишиневым, или у нас Кишинев что-то отбирает? Ну, вот сейчас же вот эти нынешние Потому что власти когда Гагаузии. есть враг, удобнее привлечь на свою сторону тех людей, Ну, которые правильно, проживают вот в автономии. вы спросили, я и говорю, вот они выходят и говорят о том, что им вокруг все мешают жить. То есть им Кишинев мешает, да, жить. А если вот поменять, то все как-то улучшится. А как улучшится? Вот хорошо, там теоретически, да, поменяется власть, там придут пророссийские силы. Они что, здесь начнут заниматься опять-таки языком, культурой и всеми необходимыми вещами? Они не начнут этим заниматься. Так в чем вам мешают работать сегодня? В том, чтобы, я не знаю, там заниматься определенными коррупционными вещами? Или еще какие-то там плохие вещи делать? Может, в этом как-то что-то мешает? Ну, здесь совсем все запущено в Гагаузии. Я бы сказала, что касается власти и ее ориентированности на то, чтобы развивать гагаузскую автономию. То есть, на мой взгляд, это мое убежденное мнение, с болью об этом говорю, но гагаузские политики, которые сегодня находятся у руля автономии, они защищают
чьи-то интересы, но не гагаузские, они защищают не автономию. Возможно, то есть то, что сегодня прошоровское правление в автономии, и то, что это нанесло самый больной, сложный и страшный удар по автономии, это тоже очевидно за все годы жизни Гагаузии. Как из этого выкарабкиваться? Только гагаузские избиратели могут помочь уйти одним и прийти другим людям, которые понимают и знают, как теперь в этой сложной ситуации все-таки Гагаузию вытаскивать из вот этих вот страшных историй прошоровской власти. У меня, знаете, что вспомнилось? Мы тут говорили о 23-м годе, и поскольку вы как политический аналитик, периодически мы читали ваши материалы, вы делали какие-то анализ, какие-то публикации, и вот в одном из них, после выборов Башканова в 23-м году, здесь в гагаузской автономии, вы написали следующее. В ближайшее время Гагаузию ждет турбулентность. Москва будет качать ситуацию, местные игроки будут отрабатывать, а молдавские власти будут вынуждены реагировать. Это когда избрали нынешнего Башкана, Да, это да, было вот написано. это 23-й Последнего год. Башкана. Да, вот Ну всё вот так, мы У вас хотели получилось сказать, предсказание. Ну, это было очевидно тогда, и, к это сожалению, плюс ситуация вашим будет... политическим, аналитическим способностям. Но нам печально это осознавать. Вот как. Но нам печально на это все смотреть тоже с той стороны, потому что мы все-таки гагаузы, что тут, что там, это одни и те же, Беркан, один народ, можно сказать, да? Ну, да. Это ни в коем случае там мы не претендуем на какие-то негативные вещи, мы просто живем в разных государствах, но мы все-таки смотрим здесь на Гагаузию как на центр, куда мы должны смотреть, куда мы определенно в культурном плане должны тянуться. Тем более, вот сейчас и Украина, и Молдова движутся в Европейский Союз. Если это случится, меньше будет преград по поводу мы можем границ. стать ближе. Конечно, можно стать ближе, и не нужно там заниматься какими-то сепаратистскими вещами. Нужно заниматься собственной культурой, языком, и это самое главное. Потому что, к сожалению, я вам скажу, что вот в Украине все равно, зная, что здесь регион достаточно пророссийский, и на украинских гагаузов тоже присматриваются. Они же знают, что и тут гагаузы, и там гагаузы. Если там гагаузы, то и здесь гагаузы, они достаточно пророссийские, то они имеют определенный взгляд и на нас. Наверное, отражается на отношении к вам. Да, но учитывая то, что все-таки, то, что мы говорили, гагаузы достаточно много воюют в рядах вооруженных сил Украины, то, конечно, это отношение в некоторой степени нивелируется, потому что они понимают, что вот сложный регион, сложная история, люди тоже проходят какой-то свой процесс. Вот есть часть, которая понимают, они воюют там за украинское государство, для другой части там определенные проблемы и так далее. Это тоже все присутствует. Сейчас, наверное, вот этой осенью самое главное событие, которое должно произойти в Молдове, это выборы, парламентские выборы. И наверняка вы, как политический обозреватель, тоже следите, анализируете, какой вы из Украины видите вот этот период предвыборный у нас, каким он вам видится, предвыборный период в Молдове? Многие вещи похожи на то, что происходило в Украине, особенно в 90-е, хорошо возьму, довоенные годы, скажем. Очень все. Вот эти мантры, которые здесь говорят про российские политики, про дешевый газ, про еще какие-то вещи, оно все звучало в Украине. Про заводы, фабрики на Про заводы, российский фабрики, капитал. про внеблоковый статус, нейтральный статус, это все в Украине звучало, это все. И про денонсацию соглашения сейчас не говорят, но все выборы до этого говорили. Там и Дадон обещал денонсировать. Это заезженная пластинка. Я вижу то, что сегодня Россия ведет гибридную войну против Молдовы. Она использует в этом определенные политические силы. Они действуют достаточно изощренно, нагло, не жалея на это денег. Это видно. С другой стороны, я вижу, что нынешняя власть тоже действует достаточно жестко согласно закону, особенно что касается вот этой электоральной коррупции, финансирования незаконной партии и так далее. Но я вам скажу, что по моему мнению, немножко опоздали, это надо было делать немножко раньше. Сейчас очень важно все-таки отстоять Молдову
Знаете, говорят вот проевропейское там и так далее. Я просто скажу, чтобы отстоять нормальное развитие для страны. Это касается и Украины. Не надо там, делить там проевропейское, раньше говорили там пророссийское. Да, для обозначения маркеров, да. Но чтобы остаться в фарватере нормального развития и улучшать свою Остаться жизнь, страной. конечно, остаться, как в случае с Украиной, да, и это, кстати, касается и Молдовы, остаться вообще независимой страной. Нужно остаться вот на этом данном пути. И я думаю, что нынешние власти должны сделать все от них зависящее для того, чтобы сохранить страну. Сохранить страну. На выборах решают граждане страны. И правительство, и политики, которые пошли в предвыборную кампанию, их меньше, чем тех граждан, которые голосуют. Поэтому судьба этой страны, она в Конечно. руках каждого гражданина, у Да. которого есть право выйти на участок и проголосовать. И вот, может быть, в завершении этого выпуска, глядя на то, что пришлось пережить и продолжает переживать и проживать Украина, а вот когда за неделю до выборов, что вы можете сказать? Давайте адресуем это тем зрителям, которые сейчас смотрят. Что ценного в этих выборах для Молдовы? И как подготовить себя к тому, чтобы сделать этот решительный шаг за страну? Потому что коррумпированность, она однозначна. И это не надо только смотреть на итоги правоохранительных органов, да, что они говорят, а мы это видим, потому что Гагаузия маленькая, Молдова маленькая, и тут многие друг друга знают и понимают, по каким улицам идут люди, которые раздают деньги, по каким улицам идут люди, которые работают на Шора, как минимум. И не только на Шора, как выясняется сейчас, электоральная коррупция занимаются и другие политические партии. С чем важно гражданину и как вы помогли бы гражданам нашей страны сформулировать вот те основания, с которыми надо пойти на эти выборы? Людям надо понимать, что если вы уважаете, любите себя и свою страну, и вы хотите жить в этой стране, в Молдове, в независимой, сильной, развивающейся стране, вы должны прийти на выборах и проголосовать. Возможно, вам не нравится там даже Майя Санду, или там нынешнее правительство, но если исходить из нынешней ситуации, из того, что сегодня есть, как бы я вижу то, что необходимо сохранить нынешнее развитие политическое для Молдовы. Да, вам было нелегко и вам не будет легко, но это процесс развития. Важно сохранить само направление. Возможно, вы придете к тому, что потом сменится нынешняя правящая партия, и у вас возникнут еще какие-то там проевропейские партии, и они смогут как-то меняться. Но важно не допустить реванша. Реванш, который может привести к ликвидации вашего государства. Вот в чем идет речь о сохранении нынешнего государства, не только о его демократическом пути. Поэтому опять-таки, может вам что-то не нравится. Это как у нас. То есть, может не нравится нынешняя власть, но страну-то надо защитить, ее же надо сохранить. И этим людям, вот, им тоже там сложно, когда там враг, и когда ты видишь определенное недопонимание сзади, это сложно. Но это люди, которые там, эти люди, которые здесь и придут, проголосуют, согласно тому пути, о котором я сказал, это рационально мыслящие люди, которые хотят сохранить собственное государство. А у вас есть что сказать тем людям, тем гражданам, которые оказались вовлеченными в эту коррупционную составляющую от Шора, и от голоса которых так или иначе зависит судьба нашей страны? Ну, во-первых, если это против закона, вы же несете законодательную ответственность. То есть, я не знаю, там штрафы, если уголовная ответственность. То есть это наказуемо. Эти вещи не надо делать чисто из-за того, что это противоречит закону. Плюс, если человек готов мыслить собственной головой и хочет мыслить, он всегда проголосует, исходя из собственного понимания и видения, а не того, что кто-то тебе дал деньги, и ты должен пойти так и проголосовать. Вообще не следует даже допускать мысль, что твой голос могут купить. Если ты продаешь свой голос, почему ты считаешь, что ты завтра там имеешь право
говорить о том, что тебе что-то должны дать, тебе должны что-то обеспечить, тебе что-то это вот. Если ты свой голос продаешь, ты его продал, ты не пошел там осознанно, не проголосовал так, как хочешь. Ну, возможно, у кого-то совпадает, что он не продал голос, и вот он так и думает, он так и хочет. Но это еще сложнее ситуация. Я как бы призываю все-таки к рациональности, не продавать свои голоса. Это как минимум недостойно. Я думаю, что вы эти копейки, подачки, вы и так их сможете заработать. Не надо продавать свой голос, не надо продавать свою страну. Надо просто анализировать и мыслить рационально. Главный урок войны, который вы вынесли для себя, вот из того, что вы сейчас проживаете и успели увидеть глазами журналиста, фронт. Главный итог войны. Война – это часто больное воображение тех людей, которые решают, что они могут что-то захватить. И война – это еще, если говорить о собственных проблемах, это когда общество не справляется в нормальных условиях с развитием собственной страны. И когда возникают герои, тогда, когда с этим не справляются политики. Герои на войне, когда отдаются там жертвы, это значит, управленцы, политики не доработали. Они не сделали то, что должно было быть. В Украине было достаточно времени, учитывая того соседа, который мы имеем, выпрыгнуть. В 90-х, 2000-х годах у нас был шанс тоже не допустить эту войну. Я сейчас просто отставляю в сторону Россию, ее агрессивную политику и имперскость. Если бы Украина не оказалась достаточно слаба, на нее бы не напали. А слабо ее сделали не только россияне с Москвы, то, что они пытаются сегодня вам навязать и вернуть вас в это, а ее сделали и местные политики, которые не использовали свое управление для того, чтобы страна была сильной. Вот за это приходится платить войной, жертвами. Жизнями. К сожалению, пошли таким путем. Я очень хочу, чтобы это наконец остановилось, и остановилось в том числе с сохранением украинского государства. Это очень важно. Спасибо большое, и пусть крепнет дух тех людей, кто стоит на страже своей Родины, и пусть это все прекратится, пусть мир над всеми абсолютно людьми, проживающими в Украине, не только воцарится. Мира и добра. Вам спасибо. И, Спасибо за приглашение. это было для нас ценно, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо вам и вам. Спасибо. Друзья, говорить о войне всегда больно. И да, эмоции Ивана, конечно, переходят и к нам. Мы очень надеемся на то, что люди, которые смотрели этот выпуск, осознанно подойдут к тому дню, когда надо каждому гражданину Республики Молдова принимать решение во имя спасения нашей Молдовы, для того, чтобы мы развивались дальше, а не скатывались на какие-то другие, не совсем правильные пути для жизни нашей страны. Почему-то верим, и каждый из нас должен в это верить, что только мы, и еще раз, только мы, граждане Республики Молдова, должны своим голосом подтвердить то, что мы хотим развития нашей стране. Друзья, с нами сегодня был Иван Капсамон, мы с Еленой Карамид. Говорим вам до свидания, до встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.